65 лет – это серьезная дата, особенно для ученого. За плечами огромный багаж знаний и опыта. Но на этом юбиляр останавливаться не собирается. На протяжении нескольких десятилетий Зураб Джапуа совмещает работу в качестве ученого и руководителя научного процесса и продолжает налаживать связи с зарубежными научными учреждениями. Академия приняла определенный статус, который позволяет нам участвовать непосредственно в экономическом и социальном развитии нашей республики. Наши работы целенаправлены, направлены на решение экономических, социальных и прочих вопросов, а также на укрепление нашего молодого государства. Коммуникабельность и активность Зураба Джапуа стали импульсом развития научной сферы в нашей стране. А за достижения в науке в 65-й день рождения ему вручили золотую медаль с денежным вознаграждением в размере 200 тысяч рублей. Он неустанно, пропагандирует и озвучивает наши достижения и нашу значимость в становлении нашей республики. В связи с этим разрешите вручить удостоверение нагрудной золотой медали Академии наук Зурабу Джотовичу. От коллег звучат поздравления с разными пожеланиями, но все едины в том, что благодаря Джапуа абхазская наука вышла на новый уровень. Сегодня у наших ученых есть возможность осуществлять исследования, направленные на развитие экономики, медицины, сельского хозяйства, экологии и других сфер, жизненно важных для развития государства. Возглавляя Академию Абхазии, вы стали блестящим продолжателем славных традиций абхазского научного сообщества. Ваша многолетняя плодотворная научная, организационная и общественная деятельность позволили поднять имя абхазской науки на новый уровень. Вы внесли огромный вклад в изучение абхазского фольклора, особенно такой важнейшей отрасли, как нафтоведение. Подготовленное под вашим личным руководством и прекрасно изданное многотомное издание абхазского нарского эпоса уже вошло в Золотой фонд абхазской культуры. Вы активно занимаетесь популяризацией духовной культуры Абхазии, прославляя имя нашей страны далеко за ее пределами. Если говорить о научных и творческих интересах Зураба Джапуа, это в первую очередь различные жанры абхазского фольклора, героико-архаический и героико-исторический эпос абхазов в сопоставлении с творчеством других кавказских народов, мифология, эпическое сказительство, текстология фольклора, издание фольклорных текстов. Но его главный проект жизни, над которым он трудился много лет, нарты, абхазский героический эпос в 8 томах. В ближайшее время будут изданы еще 2 тома. За нарским эпосом глубочайший смысл, который может помочь и сегодня Абхазии двигаться дальше. В нарском эпосе именно в образе Нарта Сосрыхо скрывается на самом деле, как нам представляется, культурный код. И то, что вы собрали в своем десятитомнике, подтверждение тому обстоятельству, что это нардский эпос, это творчество, оно живет, и до сих пор народ творит и говорит на этом языке, на самом деле это большой вклад в науку и в развитие вообще Абхазии. Библиография Зураба Джапуа насчитывает более 260 работ, включая сюда монографии, сборники статей и материалов. Несмотря на достигнутые показатели, Зураб Джотович расширяет свой общенаучный и специальный кругозор, совершенствует навыки научно-исследовательской работы, ежегодно участвуя в десятках научных форумов и конференций, которые проводятся как в Абхазии, так и в странах дальнего и ближнего зарубежья, публикует научные статьи и работает над новыми проектами. Академия, институт, царова, хампада разгорму. Я чтоб айбешраштах дарза, а вот юрка хархсхит, харчсхит, загутаху, закаштаху, аха, берже Уди Анатолий Иванович идет коллега Ширхет, при Москва, Пихнукара, Карома, Грозный, Кома, Китай, Кома, Шаджарома, при Сарге из Босала гет коллега Шишергиш Ботхампада при Блачцла Схапшра Хавахшадакес Хай Чажера Кахара Урстуа Пьецарава Хари Хаймедра Кореда Пхакахцара Хантоп Хампада Ивадию Убрекампи
урыстула пейква, урыстула антыцги, хаймадра куица гитбахот хампада. Ученый посвятил свою жизнь одной из самых востребованных во всем мире и постоянно находящейся в центре внимания сфере деятельности – науки, которая требует исключительного таланта в решении как фундаментальных, так и прикладных задач. Сима Аргун, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.